Алексей Иванович, скажите, пожалуйста, как так вышло, что вы стали вот исследователем старины казанской? Вы учились на это или это призвание какое-то? Да никакое это не призвание. Просто вырос я в старом доме под самыми кремлевскими стенами, Большая Красная, 10. Соответственно, вся жизнь старого города у меня прошла перед глазами. Мы готовим на кухне МГС «Мебель». Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Огромный выбор качественных материалов от демократичных ПВХ-покрытий до элитных итальянских пластиков и модного испанского алвика. Модные оттенки, сложные текстуры и надежная фурнитура. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС «Мебель для жизни». Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Секреты татарской кухни». Сегодня у нас в гостях исследователь казанской старины Алексей Иванович Клочков. Приезжайте. Алексей Иванович, доброе утро. Доброе. Как настроение у вас? Отлично. Вот пришел, принес вам подарок вашей редакции. Спасибо Это большое. первая книга, вышедшая в прошлом году, а это вот совсем недавно, в ноябре месяце. Первая книга посвящена истории казанского трамвая. Но, по сути дела, тут не столько трамвай, сколько путешествие на трамвае по разным частям Казани. Так, Казань из окон трамвая. А вторая книга – это история забулачной части города, Мещанского ремесленного забулачья. Тут вкратце, по сути дела, целый срез истории Казани с конца 19-го по неповское время, то есть ранние советские годы. Казань входит. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Это очень классные подарки, честное слово. Мы потом все посмотрим. А вы сможете их потом нам подписать? Могу сейчас подписать. Да, давайте сейчас это сделаем, да. Кстати, во второй книге у меня кое-что о татарской кухне есть. Да? Ну, правда, своеобразный материал, посвященный ранней истории казанского общепита, как царского периода, так и раннего советского. Алексей Клочков – известный казанский краевед-писатель, автор иллюстрированных путеводителей по Казани «Казань из окон трамвая» и «Казань – логовище мокрых улиц». Родился в Казани, окончил Казанский химико-технологический институт. Служил в Казанском юридическом институте МВД России. Прошел путь от инспектора отдела кадров до заведующего музеем института. Подполковник полиции в отставке. Принимал участие в формировании музейных экспозиций КЮИ МВД России, Казанского речного техникума и Министерства внутренних дел Республики Татарстан. За значительные заслуги в развитии музейного дела и экскурсионную работу награжден рядом государственных и ведомственных наград. В настоящее время проводит уникальные авторские экскурсии, выступает с лекциями, готовит материалы для издания новых книг по истории Казани. Алексей Иванович, ну расскажите, пожалуйста, для начала, что мы сегодня будем готовить? Плов. А я всю жизнь его делаю. Как с армии пришел, начал готовить. Это блюдо, оно вроде бы восточное, но его можно отнести и к татарским блюдам запросто, и к русским тоже. У нас все в развитии, все толерантно. Отлично. Ну, поэтому... Плов мы уже готовили не раз в нашей передаче. Я надеюсь, что у вас есть все-таки какой-то секрет в вашем рецепте, который сделает этот плов уникальным. Я предлагаю, давайте начнем, а потом уже в процессе расскажем, что у нас, из чего мы это все готовим и так далее. Я предлагаю вам командовать немножко. Давайте, конечно. Чем могу я вам помочь? Лук резать будете? Лук буду резать? Да. Все, прекрасно. Это мое любимое занятие. А вы будете мясом, наверное, заниматься? Да, я займусь мясом. Ну, во-первых, для восточного плова обычно любят баранину. Я предпочитаю говядину. Баранина. А почему? Да у меня что жена, что дочка, что мама, они баранину считают тяжелой едой. Ну, не всем она по душе бывает. А говядина – вещь, как говорится, на все времена для любого случая. Режем кубиками. Так, а мне лук как резать, скажите? Как угодно. Хоть как, но я могу... Вот. Ну, вы скажите мне, полукольцами или как? Да вот. Вот, все прекрасно, давайте. Все, я нарежу сам. Все. Я сам нарежу, все, я справлюсь. А вы говорите, что очень часто, всегда готовите плов. Где научились? Я в армии. Так. У нас была воинская часть, совсем маленькая в Екатеринбурге, ПВО. 18 человек была часть. Среди всего них лишь, да? было 4 человека из Средней Азии. Да. Все были обречены на плов. Да. Точно. А поскольку, знаете, бывает как, ведь легче, говорят, готовить для 1000 человек, нежели чем до 20 человек. Продукты те же, но мы из этих продуктов, которые нам
выделялись, так скажем. Мы Так. пытались сделать разные кулинарные изыски. Ну, А так как повезло. ребята были со Средней Азии, то они плов делали очень часто, делали здорово. Ну вот, по сути дела, мы и делаем плов, так скажем, По армейскому рецепту. по армейскому рецепту. Мы готовим на кухне МГС «Мебель». Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС «Мебель для жизни». А что вообще любите из татарской кухни именно? Из татарской кухни я люблю губадию до умопомрачения просто. И люблю пермичи, если они правильно Тут мы приготовлены. с вами очень похожи. Я Да. просто обожаю губадью. Да, и пермичи. Ну, пермичи, конечно, у нас в Казани есть несколько мест, где делают шикарно. В книжке я описываю это дело. А из родственников, может быть, у вас кто-то готовит шикарные перемечи или готовит? А мы готовим. У меня, собственно, жена татарка, так что мы готовим. И теща пермичи делает, и треугольники, и прямо обожаем. Вот. Мясо все порезали, можно... Так, теперь самое главное, масло, конечно, без запаха должно быть. И Так. масло жалеть, в принципе, не надо. Я обычно 200 грамм вот на такую, ну, 150 здесь небольшая, 150 грамм, стакан можно шарахнуть туда. Так, Алексей Иванович, ну, давайте на глаз. Вы скажите, Ну, сколько давайте, примерно. давайте. Все. Хватит. Все? Все. Отлично. Мгм. А как-то в книгах вы отображали историю, ну, про татарской кухни или нет? В первой книге, где я пишу о татарской слободе, там немножко, как раз о пермичах у меня осталось. Мы поняли, что перемечи это прям Осталось страсть. в памяти перемячная еще с детских лет на Тукайской, она до сих пор работает. И вот тот вкус, знакомый с детства, Ага. он до сих пор не претерпел изменений там. Да Ну, ладно? Неужели это не испортили до сих не пор? испортили, это поразительная штука. А что касается второй книги, у меня там целая глава про общепит, но там не только татарский, там вообще в целом. То есть Мещанское ремесленное Забулачье, Так. это район непрестижный, трущобный, но тем не менее и там было несколько гостиниц простонародных. Ну вот номера «Булгар» на углу Московской и улицы Татарстан, в которой жил Тукай, кстати говоря, да? Это вот была типичная простонародная гостиница, и в Забулачье было таких гостиниц несколько. Ну вот, в частности, я описываю не столько номера «Булгар», сколько соболевские номера. До сих пор сохранились. Улица Коротченко, бывшая Мокрая площадь. Так вот, Иван Николаевич Соболев в 1873 году открыл там, это смешно говорить, это была обычная столовая, кстати, с элементами национальной кухни, что Так. интересно. Но она гордо именовалась ресторацией. Но, кстати говоря, к приготовлению блюд там применялись относительно высокие санитарные требования, хотя меню было, в принципе, однообразным. А что там подавали? Гороховый суп, гороховую кашу. На второе был салат оливье. Так. Это было подобие того оливье, который изобрел знаменитый француз в московском ресторане «Эрмитаж». По сути дела, это была первоначально обычная закуска. Они выкладывали на большое блюдо отдельно резаную вареную картошку, говяжий язык, красную икру, яйца, каперсы и так далее. И соус майонез, естественно, своего приготовления. Ну, Но а это потом всё было отдельно, это да? все было отдельно, лежало на листе салата. Ну, а потом купцы начали это дело смешивать. Потом возникло, наверное, десятки, если не сотни разновидностей этого салата оливье. Во многих ресторанах, потом это проникло в провинцию, естественно, само собой разумеется. Да? Так, мы, можно уже начать надо, обжаривать, когда наверное, да? он шипеть начнет чуть-чуть. Ну вот, Все можно. все можно, да? Да, Ага. да. Так, Но самого оливье превзойти никто не смог. Как писал Гелеровский, пробовали многие, получалось то да не то. Ну а потом у меня в книге описывается, когда в ранние советские годы, тут уже о красной икре и о говяжьем языке думать не приходилось, но да. появилась докторская колбаса, и наши хозяйки советские
Очень даже немножко неплохо его переиначили, доработали да, рецепт. доработали. Но, в принципе, от оригинального оливье там осталось немного чего. Так, ну смотрите, мясо у нас жарится. Морковь пора Морковь. резать. Тогда я вам немножечко помогу. Сейчас Давайте, давайте. Морковь некоторые хозяйки от лени делают на терке, в том числе моя жена. Я всегда так делаю. И это совершенно неправильно. Для плова как угодно ее можно порезать тонкой соломкой, кубиками, но резать именно. Ну, резать обязательно, да? Скажите, пожалуйста, как так вышло, что вы стали вот исследователем старины казанской? Вы учились на это или это призвание какое-то? Да никакое это не призвание. Просто вырос я в старом доме под самыми кремлевскими стенами. Большая Красная 10. Сейчас этот дом восстановили. Там сейчас музей Казанской иконы, между прочим. Соответственно, вся жизнь старого города у меня прошла перед глазами. Ну, например, в первой книге описываю провал пассажа. Это весна-лето 1977 года. Поскольку дневали и ночевали на Черном озере, мы оказались невольными свидетелями этого провала, который, кстати, в 3 серии развивался. Но это отдельная история, да? А потом начал читать в газетах, там Жоржевский Лев Моисеевич писал тогда, Фарида Мухаммедовна Забирова, известные ныне люди в казанском краеведении. Ну и вообще к этому тянуло, начал все это дело стыковать, комплектовать. Потом, когда школу закончил, опять же от лени, там 17 лет много чего понимаешь, пошел в Казанский химико-технологический институт. И так я историком не стал, армия потом продолжил учебу, потом меня жены мои пилили за то, что я не стал учиться истории. Да, и, в принципе, я даже комплексовал по этому поводу долго. А потом меня судьба свела с легендой казанской. Это Георгий Валентинович Фролов. Он мне сказал, это судьба, что ты не пошел на историка. Пока бы, говорит, учился на историка, Весь интерес бы ты пропал. говоришь, тебе бы дали бы, говорит, что ли, изучать там пассаж твой. Нет, говорит, тебе бы дали какой-нибудь завод, говорит, писать. Ты бы пару страниц написал, потом сказал бы, зачем ты в это дело влез. Язык испортил бы, потому что, не в обиду будь сказано современным историкам, они пишут очень часто настолько сухо, Так. что абзац прочитал, зевнул и бросил это историческое исследование на полку. А почему так происходит? Если человек, для него это жизнь, Так. для него исследование это сам по себе кайф, драйв там, и так далее, как это называть, то тогда будет здорово. А если это дело превратилось в рутину, ну и будешь писать этими самым языком штампов, и интерес к этому исследованию будет соответствующий. Я думаю, теперь нам можно уже закладывать и морковь, и лук. Абсолютно. Одновременно все Да, это делаем? конечно, или? можно одновременно. Ага, устраивать. хорошо. А в какой момент, скажите, пожалуйста, вот ваше увлечение стало носить такой вот прям профессиональный характер, и вы поняли, что уже пришло время даже книгу написать? Так это элементарно. Вот про армию я уже рассказывал. Окончил институт в 93-м году. И уже все. То есть тот период, когда дипломы давали свободно, иди куда хочешь. А куда в 93-м году можно было пойти? Либо в бандиты, правильно? Так. Либо в милицию. Я пошел в милицию. Как раз тогда открылся Казанский филиал юридического института МВД, киномагистральный, Да-да-да. промбаза, да? Вот туда пошел. Ну и тут-то вот как раз пригодилась моя тяга к истории, поскольку там Сафиуллин Наиль Хамидович создал музей юридического института. Ну и так получилось исторически, что я стал его заведующим внештатным, числился в отделе кадров. И так 25 лет я проработал директором этого музея. И тогда-то я познакомился с казанскими исследователями. В первую очередь Георгий Фролов, Георгий Милошевский был такой, тоже умер, он в Национальном музее работал. Ну и еще несколько человек. А потом, когда в 16 году я вышел в отставку в звании подполковника, у меня появилась возможность, то, что у меня было за эти годы накоплено, захотелось использовать. Вот родилась первая книга, а потом и вторая. Кстати, мысль о ней родилась
раньше, чем первое. По Забулачу очень много было материала, даже пробовал писать еще, работая, но тогда не получилось. А теперь уже после выхода первой книги о Забулаче начал писать с других позиций, поскольку уже появилась не слабенькая группа поддержки. Это вот казанские исследователи Сергей Павлович Саначин, Георгий Цыпцин, Андрей Шрид, Ирина Гуреева и Лев Моисеевич Жаржевский. Они мне что-то с материалами помогли. Ну и потом, когда пишешь книгу, и когда здоровая критика идет в процессе написания, это уже и подходишь более основательно к этому. Поэтому вот то, что получилось, то получилось. Алексей Иванович, ну у нас здесь вообще все уже шикарно, мне кажется. Зирвак, такие по сути дела, ароматы. готов, да? Да. Надо что? Время добавлять специи и соль. Ну, специи не надо объяснять, это стандартная приправа для плова. Можно вот зира там и так далее, да? Сколько мы добавляем, скажите? Ну, это как кому. Сыпьте вот это все. Ну, наверное, хватит. Ну еще капельку. Давайте, Чуть-чуть. ладно. Опа. Гулять так гулять. Есть. И соль. Так, соль. В принципе, в плове, как я успел по опыту заметить, самое главное правильно посолить. Теперь насчет Так. риса. Тут есть два варианта, когда мы плов готовим. Есть уже пропаренный длиннозерный. Так. С ним просто. То есть его не разваришь, и он будет рисинка к рисинке. Но обычный рис, вот который круглозерный, Так. которым мы обычно рисовую кашу варим, его труднее готовить, потому что его в кашу легко превратить. Но он ароматный, ничего не сделаешь. Так что здесь Мы не ищем легких путей, Да. поэтому давайте. Все закладываем, все прям закладываем, все распределяем, равномерненько. равномерно распределяем. И теперь самое главное добавить горячей воды. Добавить горячей воды. Но здесь опять же говорят 2 пальца, палец. Нет, это количество надо прочувствовать. То есть не обязательно 2 пальца, может быть и полпальца. Вот. Но вот давайте капельку добавим. Так, а это мы делаем для того, чтобы А это для того, чтобы вода дошла до дна. Все очень просто. Еще чуть-чуть, давайте. Все, Всё? все. Отлично. Все готово, можно теперь. Накрывать. Так, ну тогда, значит, мы это накрываем, будем ждать, а в это время прервемся на небольшую рекламу. Плов. В казане на разогретом растительном масле сначала обжарили до румяной корочки нарезанное кубиками мясо. Затем к мясу отправили обжариваться измельченный репчатый лук и морковь. Посолили, поперчили, добавили специи для плова и все перемешали. Дали мясу с овощами немного потушиться и засыпали в казан промытый рис. Осторожно залили рис водой так, чтобы уровень воды был немного выше уровня риса. Накрыли плов крышкой и довели до готовности. Ну что, друзья, мы возвращаемся. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях исследователь казанской старины Алексей Иванович Клочков. Да, и мы готовим плов. Ну, пока у нас плов готовится, я предлагаю что-то на десерт приготовить. Вот уже с десертами я совсем... Я вам помогу, ничего страшного. Я предлагаю сделать такой дурт-пышмак, назовем его. Сладкие четырехугольнички. Понятно, Ничего да. сложного не нужно будет. Ваша задача, смотрите, нужно будет вот творог немножко размять, смешать его с яичным белком и добавить немного сахара. А я тут чуть-чуть теста раскатаю. Ну, давайте попробуем. Немножечко. Это слоеное тесто. Вот. Алексей Иванович, я тут немножко уже успел пролистать вашу книгу, и у вас есть целая глава про обжорные ряды. Глава называется «Особенности привокзального общепита». Ну, про собольскую ресторацию я успел рассказать. А в принципе, вот тот самый Иван Николаевич Соболев, он прекрасно, но он, правда, не дожил до прибытия в Казань первого поезда. Это случилось ведь летом 1894 года, а он умер в 1891 году. Но его дети, братья Соболевы, они продолжили начинания отцовские. Когда открылась железнодорожная станция Казань-Пассажирская, они быстро сориентировались, и поразительно, но то здание, где сегодня Добрая столовая на Привокзальной площади, там у Соболевых была тоже харчевня. Причем здешний общепит, он был рассчитан в основном на пассажиров дальних поездов, которые только-только сошли с поезда и, естественно, жаждали вкусить чего-нибудь горяченького быстро. И вот традиция, я говорю, подобная, она сохранилась до наших дней, поскольку
Добрая столовая на углу Привокзальной площади тоже рассчитана прежде всего, я так, по крайней мере, думаю, на приезжих, публику которые приезжую. проезжают. Как говорили в старые времена, на грош да поширше. Так, ну вот плов мы выключили. Да, Он сейчас да. будет уже Он настаивать. дойдет. Дойдет, да. Так, как у вас дела здесь? У меня дела как сажа бела. Все нормально. Вот здесь тоже, смотрите, я вот немножко раскатал. Теперь нам нужно вот так вот поделить на квадратики. Что касается обжорных рядов, казанцы-то все должны помнить, была конечная автобусов ЦУМ. Вот на этом месте, где переулок Рустема Яхина образует раструб широкий, такой треугольный, там с царских еще времен были обжорные ряды. Этот вид общепита, он с привокзальным общепитом не имел ничего общего, потому что пообедать в обжорных рядах могли только привыкшие ко всему мокринские аборигены, проживавшие в нескольких прилегавших к Мокрой площади ночлежных домах. То есть это были навесы, стояли деревянные, стоял огромный чан, в котором варилось ушное, то есть бульон. Ушное назывался любой бульон, мясной или рыбный, разницы нет. Но мясной тоже громко сказано, обычно варилась требуха, то есть это желудок часто с непромытой зеленью содержимого, легкие, почки и так далее. И вот покупатель по неповским временам мог покушать тут за 20-25 копеек. То есть он подходил, имел право спросить, заказать. Говорит, вот положи мне, скажем, плесни мне ушного на 10 копеек и добавь мне легкого на 5 копеек. Плюс добавлялся сюда за 2 копейки черный хлеб и чай без сахара тоже за 2 копейки. В общем, в 20 копеек можно было уложиться по желанию покупателя. Значит, это был сервис. Продавец обязан был поперчить, погорчить или посолить. Все готово, да. Все готово, да? Давайте будем чуть-чуть. Так, если товар продавался на вынос, то обычно сычук или легкое заворачивалось в газетную бумагу, и оборванец нес это себе либо в коммунальную конуру, либо в укромный угол, где и обедал. Смотрите, я вот эти наши квадратики сделал вот такие надрезы, чик-чик-чик с каждой стороны. Теперь очень просто. Мы выкладываем это в центр, наш творог. Это у нас джем, ну, варенье, любое, мне кажется, можно туда добавить. И теперь мы это все с вами заворачиваем. Берем уголки и начинаем их просто скреплять. Сшивать. Хопа. Потом вот этот. Шик. И, соответственно, вот этот уголочек сделали. Остается у нас еще 4 угла. И мы, соответственно, также их, хопа, наверх делаем. Все. Защипали хорошенько. Вот такие вот у нас дюрт-пышмаки получились. Все очень и очень просто. Круто. Потом будем их запекать. Дюрт-пышмак с творогом. Для начинки смешали творог с сахаром и яичным белком. Слоеное тесто раскатали, нарезали на квадраты и надрезали края. На середину выложили творог, добавили джем и залепили в форме конвертика дюрт-пышмака. Выпекали в духовке 20 минут, при подаче посыпали сахарной пудрой. Алексей Иванович, ну что ж, мы все приготовили, мы накрыли все, поэтому я думаю, что пришло время уже пробовать. Да не терпится, я бы сказал. Не терпится. Внешне как? О, шикарно, просто и сервировано простенько, но со вкусом. Да, со вкусом. Так, ну что ж, начнем с плова, я думаю, начнем. О, цвет и аромат у него, конечно, невероятный. Нежнейшее просто мясо. Рис, кстати, мы не переварили, он прям как надо получился. Да, не разварился. Это просто невероятно. Это невероятно. Вкусно. Серьезно, очень вкусно, очень. Это просто идеальный казанский плов получился. Ну что, Алексей Иванович, теперь в дюрт-пышмаке. Вы мне помогали очень сильно, и на самом деле, Давайте мне кажется, попробуем. они должны получиться просто очень тоже хорошо. Как вкусно. Это просто божественно, я бы сказал. Я очень скромный обычно, но
В этот раз я не буду скромничать и скажу, что у нас получилось просто невероятно картоф. Было очень приятно с вами познакомиться, пообщаться. Поверьте мне, вы очень интересный человек. Друзья, вот посмотрите нашу передачу, обязательно не пожалеете и почитайте вот эти книги. Они тоже очень и очень интересны. И любите свой родной город и приходите к нам на наши походы. Да? И не забывайте смотреть нас каждое воскресенье в 11:30 на телеканале ТНВ. Это были секреты татарской кухни. Сау было До свидания. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе.